Загрузка и управление файлами в Plesk. В этом видео мы покажем, как загрузить и управлять файлами сайта в панели управления Plesk. Предварительно авторизуйтесь в консоли управления услугами PS Cloud Services. На обзорной странице консоли перейдите в раздел «Хостинг сайтов», выберите нужную подписку и нажмите на ее название. Вы будете перенаправлены в панель управления услугой. В блоке управления нажмите на кнопку «Войти». Откроется панель управления Plesk. Перейдите в раздел «Файлы», нажмите на плюсик и выберите пункт «Загрузить файл». Рекомендуется загружать файлы сайта одним архивом, содержащим все необходимые файлы и папки. Такой способ значительно быстрее, чем загрузка каждого файла и каталога по отдельности. Обратите внимание, максимальный размер загружаемого файла не должен превышать 2 гигабайта. Если размер файла больше, рекомендуем использовать FTP-подключение для загрузки файлов. Как загружать файлы через FTP мы расскажем дальше. После выбора архива нажмите кнопку «Открыть». Через некоторое время архив будет загружен в файловый менеджер. Время загрузки зависит от размера файла. Чем больше архив, тем дольше будет выполняться загрузка. После загрузки архива его необходимо распаковать. Для этого выделите архив, выберите пункт «Извлечь файлы» и подтвердите выполнение операции. Если вы загружаете обновление сайта и в каталоге уже существуют файлы с такими же названиями, выберите пункт «Заменить существующие файлы». Если существующие файлы могут вам понадобиться, рекомендуем их заархивировать перед загрузкой обновлений. Для этого выделите нужные файлы или папки, выберите пункт «Добавить в архив», укажите имя архива и подтвердите создание. Помимо архивации, файловый менеджер позволяет копировать файлы и папки между директориями. Для копирования выделите нужный файл или папку, выберите пункт «Копировать», укажите папку назначения и подтвердите операцию. Если файл с таким именем уже существует, выберите пункт «Заменить существующий файл». После копирования файл останется как в исходной директории, так и в папке назначения. Если необходимо перенести файл в другую директорию, воспользуйтесь функцией «Переместить». В этом случае файл будет удален из исходной папки и перемещен в выбранную директорию. Если на хостинге заканчивается свободное место, в меню «Еще» можно проверить размер папок. Одна из причин переполнения диска — накопившиеся неактуальные версии файлов сайта. Ненужные данные можно удалить. Обратите внимание, что удаление выполняется без возможности восстановления. Вернуть удаленный файл можно только в том случае, если он содержится в ранее созданной резервной копии. О том, как создавать резервные копии, мы рассказали в другом ролике. Смотрите его на нашем YouTube-канале. Помимо файлового менеджера, для загрузки файлов можно использовать FTP-подключение. FTP-доступ позволяет подключаться к файлам сайта напрямую через FTP-клиент, загружать и обновлять данные, а также предоставлять ограниченный доступ разработчикам и подрядчикам без передачи учетных данных от панели управления Plesk. Перейдите в раздел «Файлы и базы данных», затем «FTP». Можно использовать существующую FTP-учетную запись или создать новую. При создании новой FTP-учетной записи необходимо указать уникальное имя пользователя. Если такое имя уже используется на сервере, система предложит выбрать другое. После создания учетной записи подключитесь к серверу с помощью любого FTP-клиента, например, файл Zilla. Для подключения необходимо указать имя сервера, он же хост, имя пользователя, пароль и порт. Имя сервера отображается в адресной строке панели управления Plesk. Значение порта рекомендуем оставить по умолчанию. После успешного подключения откроется файловая структура вашего хостинга, в которую можно загружать необходимые файлы и директории. После завершения загрузки файлов они станут доступны в панели управления Plesk. Как опубликовать сайт, смотрите в другом видео. Спасибо, что вы с нами.